حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة وكورة ودوق. Хамсар Мягкой, уважаемые соотечественники, Аллах свидетель тому, что мы, члены Совета тайпо-ингушского народа, приложили немало усилий для того, чтобы не раскалывать протестное движение, сформировавшееся в Ингушетии, не позволяя себе отвечать на выпады нового организованного движения под брендом Народный Совет. Думали, выскажутся раз, выскажутся два, проедутся по всем общественным организациям республики и успокоятся. И начнут работать. Даже мысли не было, что начнут обливать грязью всех, кто с ними не согласен по принципу, кто не с нами, тот против нас. Даже тех, кто с ними бок о бок работал все эти годы. И только потому, что те и другие имеют наглость, имеют свое отличное от их мнения по многим вопросам повестки дня, но главное по вопросу единства патриотически настроенных общественных движений. Очень низко, если не сказать подло, ведут себя сегодня наши вчерашние соратники. Из их витиеватых византийских высказываний нетрудно сделать вывод о том, что они хотят довести до народа. Это однозначно только одно, что именно они, любимые, являются солью ингушского общества. И именно благодаря им окрепло протестное движение. И именно только они имеют право возглавлять протестное движение. Остальным табу. Они должны находиться в подчиненном положении у них, видных в кавычках общественных деятелей Ингушетии. Все остальное, что говорят, только словесная шелуха, маскирующая их устремление. Они и не стесняясь это говорят, это наша площадка. Мы здесь вчера работали, все остальные должны согласовывать свои действия с нами. И под нашим мудрым руководством идти в светлое будущее. Где вы были вчера, когда мы и так далее. Бред сивой кобылы. Разве они не работали во имя Аллаха и на благо своего народа? Разве они не утверждали ежедневно, что ничего для себя лично не хотят, ни на что не претендуют? Разве не они утверждали, что надо разбудить народ, создать зрелое гражданское общество? Но когда народ проснулся, когда это гражданское общество в лице молодых энергичных представителей нашего народа начал проявлять свой протест против мрачной действительности, но к их удивлению, не по их указке, где они впереди на белом коне, они стушевались. Этого они не ожидали. А с чего они решили, что новое поколение обязательно будет идти у них на поводу? Они этого не понять, не принять не могут. Но это объективная реальность, которая, если они не одумаются, сметет их с политического поля республики. Совет Тайпо, в отличие от них, приветствует то, что молодая поросль смело заявила о своей решимости бороться за права своего народа. Слава Аллаху! Разве не этого мы хотели все эти годы? Да, они совершают ошибки, да, они не всегда ведут себя уважительно со старшими, но хотим надеяться, что это ошибки роста самоутверждения. Совет Тайпо не дал этим личностям, которые мнят себя вершителем суда в Ингушетии, возможности рассорить нас с Конгрессом. А такие требования, такие ультиматумы ставились и во время митинга, и после митинга. Но все они Советом Тайпо твердо и решительно отметались. Если бы мы послушались их, разлад начался бы прямо во время митинга. Они требовали от нас отстранить оргкомитет от проведения митинга, оргкомитет, который вел митинг по поручению Совета Тайпо. Все их претензии в том, что Совет Тайпо должен был поручить это им, нашим вчерашним соратникам, которые вместо проводили мероприятия ранее. Хотя и они в том числе также не являлись членами Совета Тайпо. Ничего у них не получилось. Мнение подавляющего большинства Совета Тайпо было и остается неизменным. Нельзя разрушать единство народа.
Нельзя омрачать радость проснувшегося народа мелкими дрязгами типа «Кто главный на митинге?». Главный на митинге – народ. Не Малсу Кужахов, не Идрис Абадеев, не Дауд Хучиев и не другие, а его величество народ. Не надо никому мнить себя вершителями судеб ингушского народа. Народ сам разберется во всем. Народ сам выдвинет из своей среды достойных лидеров. И не обязательно им должны быть те, кто считает, что они надолго застолбили себе дорогу на этом пути. Не самообольщайтесь, не занимайтесь самолюбованием и пиаром. Мы общественное движение, в том числе я имею и вас в виду, которые все это время работали, не покладая рук, жертвуя своим временем, здоровьем, а порой и жизнью сделали свою работу. За нами идут другие. И это надо только приветствовать, если мы действительно работали, как мы это принародно заявляли все эти годы для народа и во имя народа. Должны также отметить, что никуда не годится, когда человек, который написал книгу и сделал, поучающий всех, как надо себя вести истинному ингушу, опускается до уровня хурдела, опускается до неприличных намеков, лживых обвинений и высокомерных поучений. Тоже относится и к его заклятым товарищам. Совет Тейпов никогда не будет оправдываться перед вами, не дождетесь. Совет Тейпов также не будет чинить препятствий вашей работе. Работайте, братья. Мы же вам уже говорили. Работайте, кто вам мешает? Или вся ваша работа – это только обливание грязью других и возвеличивание себя, и другая работа вам не по плечу. Давайте все вместе доказывать свою нужность народу. Своими действиями, своими конкретными делами, а не пустыми, ни к чему не обязывающими словесами. Народ сам определит, кто прав, за кем идти. Что касается Совета Тейпов, то он вообще ни с кем вступать в союзы не собирается и не считает нужным. Мы не дадим себя использовать ни вам, ни другим. И вы это прекрасно знаете, вы с этим уже столкнулись и проиграли. Можете выступать сколько угодно. Мы поддерживаем и будем поддерживать тех, кто, на наш взгляд, сегодня приносит реальную пользу нашему обществу, а не сотрясает воздух, исходя бесполезной и никчемной злобой. Сегодня это Всемирный конгресс ингушского народа, а завтра может быть и другая организация. Дальнейшее раскачивание ситуации, дальнейшие выступления в подобном роде будем считать заказными, предательскими и антинародными. Удачи тому, кто на правильном пути. Да поможет нам Аллах. От имени Совета Тейпа ингушского народа, председатель Совета Тейпа ингушского народа Малсу Кужахов.